В современном мире языки могут сохраниться только будучи языком образования, воспитания от семейного и дошкольного обучения до национальных университетов. А что мы видим сегодня? В регионах России только 7% татарских детей изучают родной язык в школах на принципах добровольного выбора родителями. И эта цифра снижается из года в год. Современный татарский литературный язык – это язык образования, культуры, науки, информационно-коммуникационных технологий. В этом уверены мои маленькие коллеги, которые выполняют сегодня важную миссию по сохранению родного языка. Шаян ТВ. Первый детский татарский телеканал на родном языке с круглосуточным вещанием отмечает сегодня свое 5-летие. Официальное празднование еще предстоит, но подготовка в самом разгаре. Мы помним, как начинался старт телеканала Шаян ТВ в 2018 году с благословения президента моего сердца Рустама Минниханова. Можно сказать, что и сама идея создания принадлежала ему, Раису Татарстана. Это первый маленький юбилей Шаяна и совсем не маленькие успехи. Тысячи выпусков различных программ и порядка 15 тысяч серий, переведенных на татарский популярных мультфильмов. Премия «Тэфи Кидс», «Многоликая Россия», «Алтын Калям», республиканская премия имени Мусы Джалиля. Это только часть заслуг Шаян ТВ за такой короткий срок. Но главное достижение все же не в этом. Диляра Юсупова расскажет о больших возможностях канала для самых маленьких. Какой сегодня день, точно знают эти юные лица канала. И не только сегодня, но и в недалеком прошлом, когда каждый из них пришел на кастинг и стремительно зажег свою личную звезду. В самом начале, когда я только пришел, мне было очень страшно, я всего боялся. Незнакомое место, незнакомые люди, камеры какие-то кругом. Конечно же, за эти 5 лет, которые я уже снимаюсь на Шаяне, работаю тут, я очень вырос как, получается, как ведущий, как артист. И мы вообще хотим поблагодарить Шаян ТВ за то, что они дали нам такую возможность. Это еще вот мы маленькие были, да. Эти фотки были сделаны, наверное, года 4 назад. Вот, уже все выросли. Дети выросли на глазах, навык тоже. Осталась только прежняя неизменная улыбка. «Ты в кадре, поехали!» Закипела работа, чтобы каждый самый маленький зритель непременно почувствовал. Это все именно ему, именно с ним и именно для него. Это, конечно же, дисциплина. Как держать себя в кадре. Подготовка, все это, естественно, дисциплинирует. И, конечно же, очень классно видеть тебя в телевизоре. Поэтому это очень большая ответственность, и, конечно, нужно очень сильно, очень хорошо подготавливаться. Сравниваю себя с одноклассником, уже речь более четкая, но и вот это стеснение, оно прошло, и это очень круто. Лишь несколько мониторов мерцают последние секунды до записи, а потом сразу полный свет. Стрела телевизионного крана чертит в пространстве заранее выверенную линию. В кадре 2 ведущих, но вокруг бьется коллективный пульс всей эфирной бригады. Операторов, звукоинженеров, режиссеров, осветителей, техников. Много лет назад все начиналось в крохотной комнате с ограниченным временем в эфире. Знаете, если вы сами в душе не ребенок, вы не сможете работать. Потому что то, что создается для детей, должен им нравиться. А если ты человек, который сам в душе не ребенок, ты не можешь создать такой продукт. И, соответственно, мы всегда, работая с ними, знаем, что им нравится, что им не нравится. Мы всегда вместе садимся, отсматриваем какие-то программы и говорим: ребята, а вам понравилось бы, если бы на нашем канале создали именно такой продукт? И, соответственно, вместе с ними мы решаем. Официальное открытие их, как Шаян ТВ, началось 5 лет назад с подачи Раисы Республики. Рустам Минниханов всегда подчеркивает личный интерес к каналу. С будущим наследием республики готов разговаривать часами. Сейчас, помимо привычной конкуренции между телекомпаниями, все чаще приходится оглядываться и на другие информационные площадки, которых в интернете много на любой вкус и цвет. Научно-познавательные проекты в соцсетях и интернет-площадках. Они идут в ногу со временем, но есть главное отличие от других. Они не просто помещают детей в кадр. С недавних пор дети сами создают новости, материалы, репортажи и ток-шоу.
Большой нам подарок – это, конечно же, участие в ТЭФИ Kids. Мы ежегодно в финале. Вот в этом году, например, у нас номинация «Лучший телеканал для детей». Мы были в финале. ТЭФИ Kids и даже престижная государственная премия Мусы Джалиля, Алтын Калям и Хрустальное перо. Всех достижений перечислить невозможно. Всегда на плаву, может быть и потому, что идеология Шаян ТВ всегда остается прежней. Сохранение литературного наследия татарского народа и татарского языка. Балашак Жире, Яратхан Ширер, Шаян Алифба и самый масштабный Татар Сүзе – проект, который создан при поддержке Комиссии Татарстана по сохранению родных языков. В 2022 году получило рекордное количество заявок – более 3000. Они еще раз доказали, показали, вот насколько эффективны и чувствительны их проекты. Я искренне, во-первых, благодарен и очень рассчитываю на дальнейшее наше более даже эффективное и более масштабное сотрудничество. Они к нам приходят совсем юными, в 5-летнем возрасте. И у нас в Шаян ТВ такая дружелюбная атмосфера, татарская атмосфера, что даже если у них есть пробелы в татарском языке, они быстро их ликвидируют, быстро учатся. Такие талантливые дети. Вот мы заходим в аппаратную Шаян ТВ, где происходит святая святых, собирается плейлист на следующий день, загружается в активный компьютер. Здесь мы видим сейчас прямой эфир. Популяризация татарского языка на каждом из уровней. Охват телезрителей превысил 30 миллионов человек. На канале создали более 20 оригинальных, познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу и викторины собственного производства. И эти люди сегодня дают интервью на русском, подчеркивая, мы работаем не только на нашего национального зрителя. Нас еще смотрят и из Казахстана зрители. За этот период 5 лет мы сняли большое количество программ и передач. Закупили около 357 программ, мультсериалов, полнометражных мультфильмов и документальных фильмов. Это 13 тысяч серий, около 3000 часов. В маленькой комнате происходит большая работа, ювелирное создание дубляжа. Артисты большие и маленькие, народные и пока неизвестные. Здесь это не важно. Важно точное попадание в образ, богатство перевода и многоголосность. Федеральные мультфильмы жестко контролирует Москва. Пройти проверку сложно, но пока всегда удается. Сегодня и не подумаешь, что эти персонажи когда-то говорили не на татарском. Гражданин и пташкуян. Это очень сложный процесс, потому что мы постоянно сталкиваемся с проблемами в переводе. Мы можем, например, переводить по литературному тексту с русского языка на татарский, но когда подкладываешь эти тексты под мультик, под артикуляцию героя, конечно же, может не подойти. Поэтому приходится как-то вот все это переделывать, переставлять и лепить такой красивенький контентик. В течение 5 лет мы перевели порядка 13 тысяч мультфильмов, документальных фильмов, детских программ, познавательных, образовательных программ, которые приходят извне. И, естественно же, мы в общем перевели где-то 3000 архивного контента, 3000 часов архивного контента. Похоже на мистику, но, пожалуй, никакой мистики и волшебства. Опыт. 5 лет – возраст, казалось бы, не солидный для телевидения, но достаточный для создания юными журналистами для юных зрителей. Какими выросли дети за эти 5 лет, в Шаяне понимают, что это и от них зависит, и ручаются, что если включен их канал, то родители могут без боязни оставить ребенка 1 на 1 с телевизором. Диляра Исупова, Булат Абдульманов, Андрей Ключников. 7 дней. Укып бетермәдем бит.